Или не надо это делать? Подожди. У меня звука нет. Давай не так сделаем. Давай ты напишешь теперь 11А, 11Б, 8. А вот Альфина уже там. Подключилась. Илья Олегович нет в наличии. Нет, он где-то здесь. Ты принесла эту?
Ну, очень четко. Естественно, нужно сечить. Это же дальше Добрый день, уважаемые наши гости, участники. Мы приветствуем вас всех в рамках вебинаров, серии вебинаров, которые проводит город Якутск. Со вчерашнего дня в течение 3 дней мы представляем город Якутск. Вчера мы говорили про систему дошкольного образования. Сегодня мы собрались, чтобы говорить про развитие системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся школ города Якутска. Меня зовут Ольга Петровна Сухаринова. Я являюсь главным специалистом отдела развития образования Управления образованием города Якутска. И мы сегодня с вами будем работать в 2 модулях. Перед тем, как начать, я объявляю, что мы сегодня работаем в 2 модулях для того, чтобы понять, какие у нас созданы условия в нашем городе Якутске. Вчера мы были рады приветствовать наших, уже, можно сказать, друзей, да, из городов, проектов взаимообучения городов. Мы говорили про опыт работы сетевого инновационного объединения детских садов города Якутска, говорили про те условия, которые важны для реализации проекта, реализации образовательного запроса каждого ученика, когда мы говорим про преемственность, то есть условия, которые создаются для дошкольников в детском саду, они важны и требуют от нас особого внимания. Поэтому вчерашний вебинар наш прошел именно под эгидой создания условий для развития каждого дошкольника детского сада города Якутска. Сегодня мы будем говорить о развитии системы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся школ города Якутска. Свой опыт, как я сказала ранее, да, в 2 рамках представит 2 школы. Это школа номер 33 имени Голосовой с углубленным изучением отдельных предметов и Саха-политехнический лицей. Но перед тем, как начать наш диалог, наш разговор, я хотела бы представить немножко вам систему, система, которая у нас есть в городе Якутске, и как мы работаем с нашими образовательными учреждениями. В городе Якутске всего 130 образовательных учреждений. Из них 63 детских сада с охватом 19 533 воспитанника, да, у них обучается, 53 школы с 50 625 обучающимся и 4 учреждения дополнительного образования, где у нас воспитывается 21 200 воспитанников, для которых создаются условия для того, чтобы они у нас говорили, работали для развития своего потенциала и работали с их запросами. Поэтому сегодня, когда мы озвучили вот данную тему, для нас это важная тема, потому что именно работа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся является одной из приоритетных стратегических задач, над которым сейчас работает Управление образованием города Якутска и образовательные учреждения нашего города. Но когда мы с вами говорим о системе работы по самоопределению профессиональной ориентации, конечно же, мы с вами ориентируемся на те требования, которые перед нами ставит стандарт, о том, что качество образования у нас оценивается, включая качество образовательных достижений обучающихся, качество образовательных программ, качество условий осуществления образовательного процесса. Потому что какие мы условия создадим и как мы будем работать с качеством образовательных достижений обучающихся, от этого зависит именно те достижения, которые мы ставим перед собой для того, чтобы реализовать именно качественное образование. Соответственно, мы говорим об индивидуальном запросе, индивидуальном учебном плане, да, индивидуальном проекте и, конечно же, мы говорим о стратегии развития образования и стратегии реализации. На сегодняшний день, когда мы с вами работали по системе развития самоопределения и профессиональной ориентации наших учащихся, конечно же, мы ориентировались на запрос всех участников образовательных отношений. Это мы проводили анкетирование среди наших учащихся, среди наших родителей, учителей, чтобы понять, где и как можно развиваться и где какие стратегические цели можно ставить, чтобы достичь хороших, качественных результатов. Потому что данная работа, именно работа со всеми участниками образовательных отношений, она важна для системы образования. И, конечно же, мы говорим о том пространстве, которое должна быть как пространство проб и событий, в котором у нас объединены все
возможности, ресурсы города, да, в организации образовательной деятельности, где у нас именно происходят эти события, когда учащимся предоставляется возможность реализации своих запросов. И мы говорим о том, что школы у нас работают по той системе, когда они анализируют свою систему образования, анализируют запросы своих родителей, своих обучающихся, для того, чтобы говорить про качественное образование. На сегодняшний день, как вы видите на экране, у нас растет количество запросов на профильные группы, то есть это уже мы говорим не о целых классах, когда 30, да, 25 учеников обучаются по одному учебному плану, но есть возможность сейчас реализовать несколько учебных планов, потому что дает возможность нашим учащимся, возможность нашим школам реализовать именно те запросы, которые перед собой ставят наши обучающиеся и основного звена, и старшей школы. Да? И как вы видите, да, у нас идет рост именно с прошлого года, рост на индивидуальные учебные планы. Среди наших выпускников, среди наших учащихся большим спросом пользуется технологический профиль, также и гуманитарный профиль. Но мы сейчас озадачены именно развитием естественно-научной направленности, потому что все-таки это у нас, мы говорим об основах научного восприятия, и мы говорим о том, чтобы говорить о фундаментальной науке. И сегодня мы, когда мы с вами говорим про... И сегодня, когда мы говорим именно о реализации программ самоопределения, реализации программ профильного обучения, углубленного обучения, мы ставим именно те цели, которые от нас ждут наши обучающиеся и ждут наши родители, как заказчики образовательного процесса. И сейчас я хотела бы вам предоставить программу, по которой мы сегодня будем работать. Первой у нас выступит школа номер 33. Сейчас я вам представлю. Угу. Сейчас хотела бы предоставить слово, да, директору школы номер 33 с углубленным изучением отдельных предметов Батюшкину Прокопию Дмитриевичу с представлением своей школы. И действительно, данная школа у нас работает по одному из очень замечательных проектов. Это проект «Муниципальный класс МЧС» города Якутска. Класс именно направлен на то, чтобы реализовать индивидуальный запрос наших учащихся. Итак, Прокопий Дмитриевич, вы с нами? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, я с вами. Хорошо. Тогда слово передаю вам, пожалуйста, Прокопий Дмитриевич. Спасибо. Еще раз здравствуйте. Сегодня наша школа представляет наш проект «Профессиональный стандарт сквозной подготовки» на примере класса МЧС. И для начала я предлагаю вместе просмотреть видеоролик с участием обучающихся нашей школы класса МЧС. Пожалуйста. Марта 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Главным управлением МЧС России по Республике Саха-Якутия и Управлением образования окружной администрации города Якутска. По итогам подписанного соглашения в средней общеобразовательной школе номер 33 имени Людмилы Андреевны Колосовой открылся городской профильный 10 класс, класс МЧС. В настоящее время учащиеся обучаются по образовательной программе «Юные спасатели». Основной целью программы является создание условий для получения обучающимися умений и навыков, необходимых для поступления в учебные заведения МЧС, и обеспечения осознанного выбора выпускниками профессии МЧС. Профессия МЧС считается одной из самых ответственных и опасных профессий в мире. Однако даже такое положение дел не снижает привлекательность для миллионов выпускников школ. В основном работа спасателя направлена на оказание помощи при стихийных бедствиях, наводнениях, пожарах, авариях и чрезвычайных ситуациях. Спасатель – один из тех, кто придет на помощь первым. Спасатель – непростая профессия. Работать приходится в сложных и опасных условиях. В воде, в горах, при пожаре. Катастрофы и чрезвычайные ситуации не выбирают время, когда им свершится, поэтому спасатель должен быть готов всегда.
Российских спасателей принято считать самыми опытными и подготовленными, поэтому они работают не только на территории России, но и в других странах. Поскольку профессия спасатель напрямую связана с сохранением жизни людей и их безопасностью, она никогда не перестанет быть нужной и актуальной. Специфика работы заставляет быть выносливым, сильным, психологически подготовленным. Поэтому в структуре МЧС необходимы хорошо подготовленные и квалифицированные специалисты. При выборе профессии спасатель многие руководствуются личными убеждениями, ценностями, моральными качествами. Ведь не каждый человек может прийти на помощь и нарушиться или гореть здание. Здесь нет случайных людей. По программе учащиеся изучат историю формирования, становления и развития МЧС, узнают структуру подразделений и виды деятельности службы, ознакомятся с техникой и техническим вооружением спасателей, получат первичные знания основ гражданской обороны и противопожарной подготовки. Учащиеся овладеют комплексом знаний и умений, которые призваны подготовить их к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации, стрельба, сборка и разборка автомата и другие. В целях поддержки талантливых школьников, проявляющих интерес к работе спасателей, составлен совместный план мероприятий между Главным управлением МЧС России по Республике Саха-Якутия, МАБУ СОШ номер 33, Центра технического творчества города Якутска, в которые вошли посещение и экскурсии в Центр подготовки спасателей, музеи и другие объекты подразделений МЧС России по республике, организация курса лекций и практических занятий по оказанию первой медицинской помощи, сотрудничество по космическому мониторингу ЧАЭС с помощью спутниковых изображений, наставничество и работа по научно-исследовательским проектам учащихся с использованием дистанционного зондирования Земли. Учащиеся данного класса нацелены на поступление в учебное заведение Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям. Итак, уважаемые коллеги, я хотел бы вкратце вначале рассказать основные положения нашего проекта. Пожалуйста, презентацию. Есть. Итак, руководителем нашего проектного офиса является сам начальник управления образования окружной администрации города Якутска Алексей Климентьевич Семенов. Заместителем этого проекта является Иванова Саргалана Никитична, которая сидит рядом сегодня с нами, директор Центра технического творчества. Также в состав проектного офиса входят представители управления образования, которые отвечают за проведение независимой предметной диагностики по таким предметам, как право и ОБЖ. Сам проект реализуется, как уже было сказано, в стенах нашей школы номер 33 имени Людмилы Андреевны Колосовой, города Якутска. И участниками проекта «Муниципальный класс МЧС» города Якутска являются ученики города Якутска, не только города Якутска, но и города Мерингри, даже есть представители из города Среднеколымска, ну и из разных школ нашего города. Также, если мы говорим о составе проектного офиса, то помимо вышеперечисленных организаций, то необходимо обязательно отметить, естественно, нашего главного заказчика, это Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия, в составе подведомственных, скажем так, подразделений или структур. Ну и на разных этапах реализации нашего проекта к нам подключаются такие организации, как Дворец детского творчества, или, к примеру, Федерация альпинизма и скалолазания Республики Саха-Якутия. Естественно, при поддержке также пользуемся поддержкой Общественной палаты города Якутска. Плюс, подключается Федерация авто- и мотоспорта Республики, ну и даже Федерация парашютного спорта Республики Саха-Якутия при Якутском авиационном спортивном клубе ДОСААФ. Когда мы говорим о нашем проекте, что могут наши участники нашего проектного офиса, то
В целом, если говорить, то, например, могут проходить консультации для учителей по вопросам разработки программ учебных предметов. Естественно, школьники участвуют в различных городских образовательных проектах. Проводятся всякие обучающие семинары и практические занятия по актуальным вопросам реализации проекта. Также основные направления работы проектного офиса вы видите на экране. Я хотел бы особенно отметить, естественно, взаимодействие, то есть МЧС, взаимодействие с общественной палатой, с различными общественными объединениями, также организационно-методическое сопровождение подготовки к демонстрационному экзамену по ОБЖ, по предпрофессиональным экзаменам. И остальные, наши направления вы прекрасно видите. Также я хотел бы еще рассказать, следующий слайд, пожалуйста, скажем так, об основной, может быть, нашей фишке. Если вы обратили внимание, то мы разработали следующую потоковую модель, которая представляется нам таким образом. То есть мы берем действительно, скажем так, прицел на детей еще, которые занимаются в дошкольных образовательных учреждениях. По соседству с нами располагается детский сад «Кустук». Далее, естественно, основная масса детей из этого детского садика поступает к нам. И когда начинает реализовываться наш проект, я имею в виду 10-11 классы, уже на этом этапе к нам подключаются наши партнеры. И результат выпускники уже нацеленно должны будут поступать, допустим, либо в колледже, или в Академию МЧС России, с тем, чтобы в дальнейшем поступить уже в Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия. Со стороны МЧС этот проект также пользуется большим интересом, есть определенная заинтересованность в кадрах. И завершая свою речь, я хочу, наверное, задать такой риторический, можно сказать, даже не риторический, вообще в целом вопрос. Мы даем определенные ценности при выходе из нашей школы, из нашего проекта. Что ждет наших детей уже при входе в этот проект? Об этом уже расскажет следующий выступающий, Ольга Петровна. Спасибо, Прокопий Дмитриевич. Сейчас разрешите представить нашего следующего спикера. Я приглашаю к выступлению Толмачеву Татьяну Викторовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе в школе номер 33, с темой «Модель выпускника класса МЧС», про отбор обучающихся, про особенности учебной деятельности. Татьяна Викторовна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Продолжая Прокопия Дмитриевича, мне бы хотелось остановиться на вопросах организации работы классов МЧС. Об отборе мы сегодня поговорим в класс МЧС, кто является сегодня участником этого проекта, и также о той модели, которую мы предполагаем на выходе из школы. Для организации классов МЧС в первую очередь мы обращаемся к профессиональным стандартам специалистов МЧС. А профессиональные стандарты у нас закреплены федеральным законом в статье 12. Здесь выделяем 3 составляющих. Это поддержание оптимальной физической готовности, как соответствие уровня физической подготовки к квалификациям к требованию сотрудника МЧС. Это знание и соблюдение Конституции Российской Федерации, законодательные или иные нормативные правовые акты Российской Федерации, которые необходимы для выполнения служебных обязанностей и профессионального развития. А также соблюдение при выполнении служебных обязанностей прав и законных интересов граждан, общественных объединений и организаций. Таким образом, если в целом взять содержание
профессиональных стандартов, то можем выделить, что главной составляющей при отборе в классы МЧС должно быть физическое здоровье. Поэтому при отборе в класс МЧС мы в первую очередь учитывали портфолио выпускника основной школы, чтобы там были отражены обязательно бывшие его какие-то спортивные достижения. Это могут быть достижения, допустим, футбол, волейбол или гимнастика спортивная, или даже, может быть, спортивные танцы. Но, по крайней мере, мы знаем, что выпускник основной школы готов к обучению вот в данном классе. Поэтому мы нацеливаем сразу выпускников на то, чтобы за 2 года их подготовить к сдаче ГТО. На сегодняшний день у нас 2 класса, это 10 класс и 11 класс. На выпуске 11 класс у нас состоит из 28 выпускников, где более 50% ребят имеют сегодня золотые и серебряные значки, которые обязательно, надеемся, помогут им в будущей их профессиональной карьере. Развитие физической культуры у будущих сотрудников МЧС – это важная составляющая части здорового образа жизни. Это достижение наших детей. Ну, а здесь их главный тренер – это у нас спецкурс внеурочной деятельности, где Петр Григорьевич со своими воспитанниками в манеже готовит их к сдаче квалификационных испытаний. Обращаю ваше внимание к учебному плану, который мы тоже составляли абсолютно самостоятельно, потому что в системе российского образования, вот, к сожалению, нет примера и опыта условий создания класса МЧС в образовательной школе. Поэтому нам пришлось обратиться к учебным планам кадетских классов и к учебным планам, которые реализует Академия МЧС. И определив, включая вот эти те профессиональные стандарты сотрудника МЧС, мы посчитали, что профильными предметами в этих классах должны стать математика, право и ОБЖ. Обязательным спецкурсом школьного компонента является введение в профессию, основы прикладной подготовки спасателей. Итак, профильные предметы ОБЖ. Опять же, здесь звучит фраза, мы ее сюда намеренно использовали, из кодекса сотрудника МЧС. Это понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса. Поэтому целью профильного ОБЖ в старшей школе является формирование разносторонней физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья. Это наши занятия ОБЖ. И следующим предметом является право. Также изучается в размере 140 часов за 2 года. И опять же выдержка из тех нормативов, которые сопровождают будущего сотрудника МЧС, это способность к решению правовых, социальных вопросов, связанных с деятельностью МЧС. И здесь мы говорим, что ребенок за 2 года должен научиться решать проблемы взаимоотношений права и государства, определять системную структуру права, правотворчество и правоприменение, правоотношения, правонарушение, юридическая ответственность, гражданское право и административное право, включая также экологическое и международное. Программа дополнительного образования, она также для нас, ну, как бы в первый раз составляла какие-то определенные трудности, но тем не менее мы сориентировались, потому что опыт в школе есть, опыт в школе достаточно сформирован. Это опыт по реализации
профильных классов политологических, военно-патриотических. И, собственно говоря, есть опыт сотрудничества с разными организациями. Поэтому на сегодняшний день это совместная программа инженерные системы и информационные технологии, которые реализуются с Кванториумом. Это дистанционное зондирование Земли. Данную программу помогают решать учителя нашей школы, которые владеют данной технологией, ну а также аэрокосмическая летняя школа в рамках детского лагеря летнего, которые помогают ребятам уметь читать данные снимки и решать уже на сегодняшний день важные проблемы не только для них лично школы, но и для города, и для республики. Необходимыми навыками являются также оказание первой медицинской помощи, психологические аспекты. Поэтому психология является важной составляющей неурочной деятельности ребят. Ну и, наконец, мне бы хотелось остановиться на той модели выпускника, которая будет сформирована сегодня с учетом учебного плана, с учетом неурочной деятельности, с учетом того сотрудничества социума, который нас сегодня окружает, о котором сегодня говорил Прокопий Дмитриевич. Поэтому это понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, сформированного устойчивого интереса к ней, способность к решению правовых и социальных вопросов, развитие физической культуры, значение основ информационного обеспечения систем МЧС, самостоятельность в определении задач профессионального и личностного роста. Работая над данным проектом уже второй год, значит, мы опираемся на следующие документы. Это федеральный закон, это федеральные государственные образовательные стандарты, это соглашение управления городского округа города Иркутск с главным управлением МЧС России по республике Саха-Якутия, ну а также локальные школьные акты. Это положение о классе МЧС, это положение о демонстрационном экзамене, это предпрофессиональный экзамен, ну а также методика определения эффективности участия в проекте. Татьяна Викторовна. Спасибо. Спасибо большое. Действительно, видите, если у вас, коллеги, есть вопросы, да, к Татьяне Викторовне, к Прокопию Дмитриевичу, да, или к нашим следующим спикерам, пожалуйста, просьба писать свои вопросы в чате, потому что по окончании нашего вебинара мы будем отвечать на ваши вопросы. Итак, я хотела бы пригласить к выступлению Альфину Рафисовну Хитматуллину, начальника отдела оперативно-аналитического мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий в кризисных ситуациях МЧС России при Республике Саха-Якутия, майора внутренней службы, потому что вот именно управление МЧС России по Республике Саха-Якутия является одним из партнеров, да, главных партнеров, заказчиков данного проекта. И приглашаем, пожалуйста, Альфина Рафисовна, вы с нами? Альфина Рафисовна. Я видела, что она была с нами. Видимо, может, какие-то проблемы со связью. Тогда, пожалуйста. Да, мы сейчас пойдем тогда немножко дальше. Или... Альфина Рафисовна здесь? Красивая спортивная походка уходит. Да, не надо, да. Ольга Петровна, да? Да, пожалуйста, Татьяна Викторовна, потому что, видимо, она с нами была, я ее видела, но, видимо, какие-то проблемы технические. Пожалуйста. Да, Татьяна Викторовна, пожалуйста. И работа, поэтому я продолжу то, о чем сегодня хотела сказать Альфина Рафисовна. Именно главным управлением МЧС Саха-Якутия 5
марта 2020 года было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Предметом соглашения является... Татьяна Викторовна, Альфина расписана с нами, я вижу ее. Окей, я передаю ей слово, извините. Да. Альфина Рафисовна, пожалуйста, звук включите, мы вам передаем слово. Пожалуйста. Мы вас видим, но... Да. Здравствуйте, участники вебинара. Меня слышно? Добрый, хорошо. Вы слышите меня? Вот теперь хорошо слышим, да. Слышите, да? Я, к сожалению, не знаю, что до этого было сказано, когда меня выбивало из зума. Ну, начну свой доклад, с вашего позволения. Да, пожалуйста. Тема моего выступления – это направление сотрудничества и взаимодействия Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия и Управления образования окружной администрации города Якутска в рамках открытия класса МЧС. Как уже ранее было сказано в презентации, 5 марта 2020 года было подписано соглашение между ведомствами. Предметом соглашения явилось сотрудничество и взаимодействие, направленное на создание условий для воспитания патриотизма, формирования чувства сопереживания к судьбе Отечества, служения Родине, ее интересам, выявления и поддержки талантливых школьников, проявляющих интерес и способности к направлениям деятельности МЧС России. Хотела бы подробно остановиться на направлениях сотрудничества. Ну, самое главное, приоритетное направление, конечно же, это предпрофессиональное ориентирование и создание условий для самоопределения учащихся на профессии МЧС России. По итогам подписанного соглашения на базе средней образовательной школы номер 33 имени Колосовой Людмилы Андреевны открылся городской профильный класс, класс МЧС. На сегодняшний момент это 2 класса, как ранее было сказано, 10 и 11 выпускной. На основании соглашения и направления обучения был составлен план совместных мероприятий, но, к сожалению, ранее мы не могли его реализовывать в связи с эпидемиологической обстановкой в республике. Но в этом году обстановка с COVID-19 прошла уровень обострения и ослаблены многие ограничения. В связи с этим мы постараемся придерживаться намеченного плана в пределах своей компетенции. Одним из пунктов плана это принятие участия в работе городской аэрокосмической школы «Арктика» и «Космос» и в других мероприятиях, цели которых соответствуют приоритетным направлениям соглашения и сотрудничества. Способствование школьному мониторингу чрезвычайных ситуаций с помощью спутниковых снимков, осуществлять наставничество по научно-исследовательским проектам учащихся с использованием дистанционного зондирования Земли. На этом пункте я хотела бы остановиться более подробно. Учащиеся были представлен опыт проектной деятельности с использованием дистанционного зондирования Земли на следующие темы. Это рекультивация карьеров на территории городского округа город Якутск, нахождение мест падения ступеней ракет на территории городского округа город Якутск, определение лесопарковых зон на территории городского округа город Якутск, пожары в Якутии, вы сами знаете, что это актуально, тенденции или аномалии, и изучение русловых процессов на территории городского округа города Якутск с помощью космических снимков. Ребята молодцы, хорошо работали, мы чем могли помогали. Вернусь к плану совместных мероприятий. Мы намерены проводить ознакомительные и профориентационные мероприятия, экскурсии, беседы, практические занятия по направлениям деятельности МЧС России. И вот сегодня, 14 апреля, в рамках этого пункта ребята посетили
командно-штабные учения общероссийского масштаба, связанные с подготовкой к выполнению задач, обусловленных защитой населенных пунктов или от лесных пожаров и безаварийному пропуску паводковых вод. Место проведения учений – местность Усть-Хатын. Как мне сообщила пресс-служба, ребята были в восторге от этого мероприятия. Ну и потом результаты их экскурсии можно будет, наверное, почувствовать по их работам. Также мы продолжаем работать по плану. Это принимаем участие в защитных проектах работы учащихся в качестве экспертов. Ну и другие специалисты Главного управления МЧС принимают в этом участие. И в целях поддержки, естественно же, талантливых школьников по возможности будем оказывать помощь им. Ну, к сожалению, финансовой помощи у федерального бюджета нет, но в виде поощрения грамотами и благодарностями особо отличившихся учащихся. И вот что касается дистанционного зондирования Земли и космических снимков, на май месяц у нас запланирована замечательная экскурсия с учащимися класса МЧС на мобильно-приемо-передающий комплекс по отслеживанию и космическому мониторингу паводковой и лесопожарной обстановки. У нас на территории субъекта в городе Якутске 7 апреля 2022 года в соответствии с решением МЧС установлен мобильно-приемо-передающий комплекс по отслеживанию космического мониторинга паводковой и лесопожарной обстановки. И я думаю, что ребятам, которые занимаются проектной работой в области дистанционного зондирования Земли, будет очень интересно посмотреть работу приемо-передающих комплексов. И в завершение хочу сказать, что профессия спасатель, она уникальна во многом и универсальна. Специалисты этой области не имеют права на ошибки и пользуются достойным уважением среди населения. Но нашей стране, конечно же, нужны такие люди, которые смогли бы, были уверены в своих действиях, противостоять угрозам современности и благодаря своим знаниям и профессионализму. Вот если посмотреть на учащихся класса МЧС, то, ну и программы, соответственно, то ребята нацелены на поступление в учебные заведения МЧС России. Выпускники вузов МЧС России – это будущие специалисты инженерного профиля, как правило, которым предстоит заниматься ответственной работой, защищать население территории России от чрезвычайных и кризисных ситуаций. Ну и обучение в классе МЧС, это я резюмирую, это достойная подготовка к государственной службе, прочный фундамент жизненного успеха и независимо, какую профессию выберут ребята в будущем. Спасибо за внимание. Выступление закончила. Спасибо, Альфина Рафисовна. Действительно, реальные работы дают ребятам возможность изнутри понять, да, профессию, профессиональный стандарт МЧС, сотрудника МЧС. И сейчас я бы хотела предоставить слово одному тоже из партнеров, ведущих партнеров класса МЧС, Ивановой Саргалане Никитичне, директору Центра технического творчества города Якутска, заместителю руководителя проекта, с темой особенностей внеурочной деятельности в рамках соглашения с Центром технического творчества и реализации программы «Юный спасатель». Саргалана Никитична, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые участники конференции. Продолжая тему выступления, хотелось бы тоже остановиться на следующем моменте, что между нашим Центром технического творчества и школой номер 33 подписано соглашение о сотрудничестве и реализации образовательной совместной программы по спасательному делу «Юный спасатель». По данной программе от нашего центра работают 2 педагога дополнительного образования на базе школы. Основной целью программы является создание условий для получения обучающимися таких компетенций, которые необходимы для поступления на учебные заведения МЧС России.
В программе учитывались необходимые профессионально важные качества, которые задает работодатель. Работодателем у нас является Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия. И в первую очередь, как уже говорилось, это здоровье и физическая подготовленность, высокая эмоциональная устойчивость, волевые качества, умение сохранять работоспособность в условиях чрезвычайных ситуаций. И в связи с этим при реализации программы важными являются три основные задачи. Во-первых, это патриотическое воспитание. Далее, формирование морально-психических и физических качеств учащихся, которые необходимы при выборе профессии МЧС. А также предпрофессиональная подготовка на профессии гражданской обороны и МЧС. Далее. Образовательная программа рассчитана на 2 года. По 72 часа в год, всего 144 часа. Учебно-тематический план состоит из 5 основных модулей. На занятиях по модулю «Строевая подготовка» и «Начально-военная подготовка» учащиеся овладеют комплексом знаний и умений, которые призваны подготовить их к поступлению в учебные заведения МЧС и в службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Далее по модулю «Основы медицинских знаний, медицина экстремальных ситуаций». Здесь ребята приобретают теоретические знания и практические навыки оказания доврачебной медицинской помощи. Немаловажным является и необходим такой модуль – это «Основы туризма». Здесь учащиеся знакомятся с различными видами поисково-спасательных работ, техникой выживания в экстремальных условиях, с альпинистским снаряжением и ориентированием на местности. И 5-й модуль, вы видите, это модуль, оно называется у нас мероприятия, экскурсии, конкурсы, строевые смотры и походы, на которые рассчитаны у нас часы, и об этом уже говорили наши коллеги. Таким образом, далее, пожалуйста, в результате совместного сотрудничества в потоковой модели учащиеся будут знать, во-первых, это социальную и личностную значимость правильного профессионального самоопределения, специфику труда и условия работы в экстремальных условиях, возможности трудоустройства выпускника и продолжения обучения в учебных заведениях МЧС и специальности МЧС, на которые они собираются поступать. Здесь вы видите тоже вот со стороны внеурочной деятельности, со стороны дополнительного образования модель, значит, выпускника, который прошел обучение по образовательной программе «Юный спасатель». И в заключение хотелось бы отметить, что выстроенная система потоковой модели, в котором задействованы кадровые и материальные ресурсы не только образовательных учреждений города Якутска, но и специализированных профильных организаций, ведомств, общественных организаций, является важным для совершенствования и физического развития школьников, будущих сотрудников МЧС. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги, за ваше выступление. Сейчас я бы вас хотела попросить написать в чате ваши контактные данные, чтобы наши участники вебинара смогли при необходимости выйти на связь к вам, ваши электронные почты, сайт можно указать. И думаю, что действительно взаимодействие, сетевое взаимодействие предприятий, организаций дополнительного образования, школы дают ребятам возможность реализовать именно тот запрос образовательный качественно, чтобы реализовать свою мечту, можно сказать, да, и реализовать свои образовательные запросы. Спасибо, коллеги, за ваше выступление. Сейчас мы с вами продолжаем нашу работу. Сейчас я приглашаю к выступлению Тимофееву Надежду Константиновну, директора Саха-политехнического лицея города Якутска, с темой реализации политехнического образования в условиях Саха-политехнического лицея. Надежда Константиновна, вы с нами?
Надежда Константиновна, мы вас еще не слышим. Видим, так, звук, пожалуйста, еще раз. Надежда Константиновна, пожалуйста, закрыть демонстрацию, запустить заново и совместно поставить галочку «Совместно используем», потому что мы картину видим, а звук не слышим. Пожалуйста, коллеги, еще раз заново запустите свою демонстрацию. Вот, теперь слышим. Давайте. Надежда Константиновна, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день, участники проекта взаимообучения городов. Наш лицей – автономное учреждение. Здесь обучается у нас 1523 учащихся. Надежда Константиновна, у вас слайд стоит на третьем слайде. Видимо, не в начале. Угу. Ага. И педагогических работников составляет 96. Ну, вы смотрите информацию. Школа имеет различные проекты именно по профориентационной работе. И, конечно, хотелось бы, чтобы... Ну, информацию дайте. Реализации этих проектов мы всегда подводим итоги, и по результатам этих проектов у нас мы выигрываем определенные гранты, и эти гранты мы обеспечиваем для оснащения наших проектов, скажем, да? Дальше. Ну, сотрудничество, предполагаем, мы уже давно, уже 20 лет работаем с Бауманским университетом, с Томским политехническим университетом, это по профильным классам, да, физико-технического профиля и естественных циклов, и нашим Северо-Восточным федеральным университетом имени Максима Кировича Амосова. Также мы выходим в рамках именно нашей республики, значит, у нас договор есть сотрудничество с Южной Кореей, но до пандемии мы работали в очень тесном контакте по дополнительному образованию, и, конечно, вот одно из направлений у нас есть сотрудничество с предприятиями, и с нами в договоре в дальнейшем сейчас мы будем плотно работать в этом направлении с водоканалом, полиметаллом, Алроса, Колмар, Сахатранснефтегаз, ЯТЭК. Ну, если говорить о определенных каких-то наших общественных видах направлений, да, конечно, мы ассоциированный участник программы «Шаг в будущее». Именно и здесь мы проводим региональные олимпиады, конференции по шагу в будущем, видите, да? И также мы являемся региональным отделением. Мы не видим, мы видим слайд 3, инновационные проекты лицея. Надо заново, да, что-то у нас. Иногда Zoom вот такие проблемы создает, что не идет. Вот опять видим третий слайд, инновационные проекты лицея. Можно постранично лучше. Слайд-шоу не надо нажимать. Да, постранично, да, заново. Давайте мы пройдем по этим направлениям, да? Дальше идем. Вот, теперь видим общие сведения. Да, дальше, пожалуйста. Ну, давайте рассмотрим темы. Сейчас я вот информацию вам сказала по взаимодействию наших направлений, да? Дальше.
Ага. Ну, по результатам этих мы видим, что мы в этом году стали школой года СВПУ, да, и результаты этих проектов наших детей. И мы видим, ну, работу именно экскурсий, взаимодействий наших школьников, ну, город Сеул, Томский университет, Томск, Москва и так далее, да? Борис? Ага. Ну, конечно, если остановиться еще на более подробном образе, да, школа имеет основные определенные направления, политехнический акцент именно делается в углубленном изучении отдельных предметов, в профильном обучении. Мы в этом году открыли инженерную школу, где действительно физико-технически ориентированные дети именно работают по отдельной программе. Дальше интегрированные образовательные проекты по отраслям промышленности, использованием STEM-технологий. Конечно, здесь введение ПГОС, да, внеурочной деятельности именно помогло к тому, что действительно и за интегрирование предметных областей мы именно посвятили именно по отраслям промышленности. Это добывающая, легкая промышленность, пищевая, деревообрабатывающая промышленность, транспорт. Кроме профильного обучения именно по ориентации, профориентации, мы проводим профессиональную подготовку. У нас есть определенная лицензия по выдаче именно свидетельств столяра второго разряда, ювелира второго разряда, керамиста, водителя категории Б, парикмахера, швеи. И здесь, конечно, очень интересный момент. Здесь дети участвуют в WallSkills, и самоопределение, социализация детей именно здесь очень активно выражается в этом направлении. И, конечно, профессиональная ориентация детей мы ведем с начальной школы, да, и начиная с работы психолога, с природосообразности и методом проб в определенных кружковых занятиях и различных, скажем, интегрированных уроков, в дальнейшем в старших классах профессиональной подготовки и научно-исследовательской работы действительно делают дети выбор определенный, да, в различных направлениях. И через дополнительное образование у нас программа ведется именно в содружестве с предприятиями, скажем, и учебными заведениями, научно-исследовательская, цифровая школа-лаборатория CTM, которая выиграла грант у нас в прошлом году. И программа духовного нравственного воспитания – это тоже основной у нас аспект. Мы тоже ее ориентируем на культурное наследие города Якутска. И то есть каждый выпускник, выходя из стен школы, начиная с 1 по 11 класс, должен изучить со своей родословной до истории города, до промышленных предприятий и до учебных заведений. Ну вот в таком ракурсе, и, конечно, по этому направлению... Дальше идет. Интеграцию откройте. Угу. Интеграция. Угу. Вот, да. Вот вы рассматриваете проект, который мы, вкратце, схематически показали вам, скажем, интеграцию и реализацию политехнического образования, вот как предметные области, профессиональной подготовки, дополнительного образования, это то бишь дает реализацию политехнического образования. И действительно у нас разработан проект и программы, начиная с 1 по 11 класс. Дальше. Наша школа не работает в рамках своего образовательного учреждения. Мы являемся координационным центром некоммерческого партнерства развития образовательных учреждений с политехнической направленностью в республике, где объединяет 35 образовательных учреждений, именно которые работают по данному направлению, по политехническому направлению, да? Вы видите, какие УЛУСы содействованы здесь. Так, Надежда Константиновна, мы видим только основные направления, 7 основных направлений. Угу. Да, опять не видим, видим 7 основных направлений. Интеграцию еще раз, пожалуйста, покажите сначала. Еще раз интеграцию. Да, покажите. Мы не видели визуально. Сейчас вот, видно, да? Сейчас видим интеграцию, да. Я, в принципе, сейчас рассказала вам, вы посмотрите, да, вот, интеграцию. Вот, и дальше. И это
Я рассказала о том, что мы взаимодействуем с 35 образовательными учреждениями политехнической направленности. Вы видите, ну, из каких, ну, ВУЗов состоят наши партнеры. Дальше. Ну, в этом году принят закон у нас республики, закон об образовании о политехнических школах. Мы безмерно здесь очень рады в этом направлении и благодарим наше правительство и депутатов Госсобрания Тюмень. И вышел второй закон, закон о промышленной политике, именно поддержка развития политехнических школ. Здесь мы работаем про консолидацию Якутии, значит, консолидация всех усилий для развития, значит, отрасли промышленности и подготовки местных кадров промышленности. Именно и сейчас работаем именно вот в этом направлении с Центром опережающей профессиональной подготовки, который будет у нас работает с ВУЗами, да, и дает более, скажем, четкие направления по запросу промышленных предприятий, специальностей и выдает свидетельство. И, конечно, вот на вахту идет регистрация сейчас у наших школьников политехнических школ на вахту 14. На вахту 14. И работа, ну, скажем, в этом направлении, ну, про консолидацию Якутии, да, с фондом содействия развития Севера. Ну, если расшифровать, то, конечно, профильное обучение состоит из предметных областей и учебной, внеурочной, олимпиады и так далее. Да? Здесь у нас открыты в сотрудничестве с Томским политехническим университетом Газпромовский класс мы открывали, да, Томский политехнический университет. И в очень таком, скажем, ракурсе уже в течение 7 лет работаем в этом направлении. Наши дети выезжают в Томск, да, Томский политехнический университет нам проводит детям семинары, Газпром, значит, проводит экскурсионные работы, обеспечивает, скажем, общежитием, питанием школьников и так далее. Ага. Ну вот вы видите, в каких направлениях вот, работа идет в Томске, скажем, да, из Газпрома. Метапредметная область, все предметные области у нас интегрированные. И у нас учебный процесс каждой четверти, одна неделя последняя является реализацией метапредметной области. И здесь мы работаем с предприятиями для практического, скажем, претворения в жизнь определенных детских проектов, скажем, да, по отраслям промышленности. Проводим весенние школы, профориентационные программы, где реализуются с высшими учебными заведениями. И, конечно, очень большое значение имеет век современных технологий, использование определенных программных устройств станков, потому что сейчас те станки, которые токарные, скажем, да, и фрезерные станки сейчас идут с определенным с программным устройством. Действительно нужны необходимость кадров таких, которые действительно преподавали бы на таких станках и обучали бы детей. А именно в предметной области у нас для учителей-предметников идет определенная методика. Методика, она расширена как технология внедрения технологии мониторинга Джорджа Бума. И здесь мы проводим семинары, курсы и обучение, индивидуальной траектории обучающихся проходит по данной технологии. Профессиональная подготовка, вы как видите, я уже озвучивала, ведется вот по 6 направлениям. И, конечно, это в связи с средними специальными учебными заведениями. И, конечно, наша учебно-производственная мастерская, где результаты выливаются в соревнованиях WorldSkills, да, и профессиональных пробах. И, конечно, здесь мы сейчас работаем с предприятиями, чтобы они открыли нам стажировочные площадки. И сейчас вот 5 этих предприятий пошли навстречу, и мы уже будем работать в этом направлении. Если говорить о дополнительном образовании, тут очень много пробуют дети наши начального среднего звена, чтобы выбрать определенное направление.
и знакомятся и, значит, различными направлениями и предметные области, и гидропоники, конструирование, 3D-моделирование, робототехника, и, ну, как и других. Это выливается в определенных, значит, конкурсов российских, республиканских, городских, школьных. Угу. Ну вот это направление, и мы очень рады, ну, наши дети вступают и выигрывают, и имеют определенные результаты в этих компетенциях. Мы очень радуемся вот этому вот направлению. Конечно, очень важной составляющей является цифровая именно лаборатория, и, конечно, цифровая образовательная среда в республике, которая очень поддержала нас в оснащении, это очень нам помогло в приобретении оборудований. И, конечно, все идет в информационном направлении. Вот видите, именно школьные лаборатории, которые у нас есть. Угу. Ну и команда СПЛ, вы видите сейчас просто результаты, да, ребят, которые именно, ну, под руководством своих преподавателей пришли к этому результату. Ага. Спасибо за внимание. Я кратко рассказала о всех направлениях. Воспитательная наша гордость – это народный, этнофольклорный ансамбль «Дамбун», охватывающий 100 участников, школьников нашей школы, и оно идет в преемственности, начиная с 1 по 11 класс. Спасибо. Спасибо, Надежда Константиновна. Сейчас я бы хотела передать слово Екатерине Семеновне Халтановой, заместителю директора по качеству образования Саха-политехнического лицея, с темой «Особенности организации профильного обучения в инженерной школе Саха-политехнического лицея». Екатерина Семеновна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня хотим представить опыт организации профильного обучения в инженерной школе. Презентацию мы видим, пока стоит первый лист. Там стрелки видим. Ну, реализация образовательного процесса в инженерной школе без сетевого взаимодействия, без социальных партнеров невозможно. Увидите, как мы тут работаем. И я тут хочу подчеркнуть, что в апреле 2021 года школа защитила проект «Инженерная школа СПЛ». И с сентября 2021 года наша инженерная школа функционирует как структурное подразделение Саха-политехнического лицея в другом здании, в отдельном здании. Ой. Целью является создание образовательной среды и условий для формирования у учащихся инженерного мышления через практикоориентированную деятельность. Для достижения поставленной цели определили следующие задачи: повышение качества образования через углубленное изучение предметов естественно-математического цикла и профильное обучение, реализацию STEM-образования, формирование инженерной культуры, формирование профессионального самоопределения обучающихся. Методическую основу составляет идеи системно-деятельностного подхода, метапредметное содержание непрерывных образовательных программ. В инженерной школе в этом году обучается в 5-11 классах 218 учащихся. Для реализации общеразвивающих программ привлечены педагоги дополнительного образования, оборудованы учебные кабинеты, предметные лаборатории, которые оснащены современным оборудованием. Также для реализации задач разработаны нормативные и методические документы.
Это программа развития инженерной школы, которая определяет основные направления и задает вектор развития эффективной образовательной среды. Локальные акты для регулирования образовательного процесса внутри школы. Программа учебных курсов, кружков, занятий внеучебной деятельности. Функционирование инженерной школы дает возможность особое внимание обратить на кадры. Привлекаем высококвалифицированных специалистов, это преподаватели вузов для работы с обучающимися. Работаем в сотрудничестве с индустриальными партнерами для профориентационной работы и профессионального самоопределения обучающихся. Работает тьюторское сопровождение профильного обучения, организации образовательной среды обучающихся. Одним из направлений создания эффективной образовательной среды, созданной для повышения качества образования, индивидуализации образовательного процесса, является образовательно-технологическая инфраструктура, которая включает современные учебные кабинеты, компьютерные классы, инженерную лабораторию «Умный дом», где дети изучают сантехнику, электротехнику, строительные материалы, прикладной дизайн. Также имеется лаборатория гидропоники, где выращивают растения, проводят исследовательскую работу, защищают проекты. Моделирование образовательного процесса предусматривает организационное обеспечение через учебные занятия, внеучебную деятельность, сетевое взаимодействие. Учебный план нашей школы ориентирован на профильное обучение и углубленное изучение математики, информатики, физики, технологии. Соблюдается преемственность по уровням образования. Занятия внеурочной деятельности поддерживают и дополняют углубленное изучение предметов. В рамках предмета технология проводятся практикоориентированные модульные курсы проекта «Умный дом». Это строительные материалы, отопление и водоснабжение, электротехника, прикладной дизайн. Образовательная деятельность нашей школы ориентирована на индивидуальную образовательную траекторию и научно-исследовательскую деятельность обучающихся через систему выбора курсов дополнительных образовательных программ, участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах и соревнованиях. Это Всероссийская олимпиада школьников, олимпиады из перечня Российского совета олимпиад школьников, это олимпиада «Шаг в будущее», многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», «Будущее Сибири», открытая региональная межвузовская олимпиада Томской области, Северо-Восточная олимпиада школьников нашего университета. Также защита проектов на всероссийских форумах, конференциях, интеллектуальных конкурсах. Сетевое взаимодействие с образовательными организациями. Это МГТУ имени Баумана. Мы организуем лекции, семинары для обучающихся и для учителей, участие в Олимпиаде и конференции «Шаг в будущее». С Томским политехническим университетом мы являемся опорной школой. Проводится онлайн-школа, онлайн-экскурсии, профориентационная поездка, образовательный тур ТПУ. Также дети участвуют в конференции «Юные исследователи науки и техники». Северо-Восточным федеральным университетом сотрудничаем мы плотно. Это занятия, экскурсии, проектно-исследовательская работа, участие в олимпиадах, которые проводит наш университет, обучение в школе олимпиад, профориентационная работа. Также мы работаем вместе с Малой академией наук. Это учебно-тренировочные стажировки по предметам, участие в интеллектуальных конкурсах. Вот Международная арктическая школа, мы являемся школой-спутником, приглашают они наших обучающихся на учебные стажировки по профильным предметам, проводятся общие мероприятия для детей и для учителей.
Так, на этом слайде представлены промежуточные результаты этого года обучающихся инженерной школы. Так, ежегодно по всем направлениям у нас имеются результаты. Мониторинг показывает динамику увеличения результатов. Ну, здесь мы ждем еще результатов заключительных этапов Олимпиады ЗДА, будущей Сибири и СВОШ. В данное время Иванова Диана, ученица 10 А класса, участвует в итоговых соревнованиях «Молодые профессионалы» в Санкт-Петербурге. Ну, таким образом, представленная организационная структура инженерной школы реализует формирование инженерной культуры школьников, развитие технического творчества и мотивацию к выбору инженерных профессий, востребованных нашему региону. Спасибо, Екатерина Семеновна, за вашу презентацию. Сейчас я бы хотела пригласить к выступлению Леонтьеву Наталью Прокопьевну, тьютора Саха политехнического лицея, тема «Тьюторское сопровождение профильного обучения». Наталья Прокопьевна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Цель моей работы – это сопровождение обучающегося, процесса его становления. Это тьюторское сопровождение профильного обучения в инженерной школе СПЛ. Цель моей работы – это сопровождение обучающегося, процесса его становления в образовательном пространстве, образовательной организации, которая нацелена на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов обучающегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной программы развития. Работа проводится в 4 этапа. Первый этап – это информационно-аналитический. Цель этого этапа – выявление потребностей, интересов учащегося, форма работы, анкетирование, собеседование проводится в начале учебного года. Второй этап – организационно-деятельностный. Цель этого этапа – составление и реализация индивидуального плана развития обучающегося, выявление проблем, планирование деятельности по достижению цели. Третий этап – контрольно-мониторинговый. Цель данного этапа – контроль участия на разных мероприятиях и ведение мониторинга. Четвертый этап – результативно-коррекционный. Цель этого этапа – анализ, рефлексия, определение задач на следующий учебный год. На этом слайде вы видите план на ноябрь месяц ученицы 7 А класса Васильевой Саманы, который представлен в виде таблицы. В ноябре, как мы все знаем, по учебному плану очень много мероприятий. Здесь она расписала календарный план внеурочной работы. График, как мы видим, очень насыщенный. Это подготовка и участие на Олимпиадах «Шаг в будущее», в муниципальном этапе ВОШ по математике и физике, а также Самана в этом учебном году участвовала на научно-практических конференциях. Все эти мероприятия требуют усиленной подготовки. Кроме этого, Самана также не забывает о физическом развитии. В неделю 2 раза она занимается секцией легкой атлетики. По ее словам, это помогает ей сохранить рабочий тонус. На этом слайде вы видите индивидуальный план развития Бурнашова Максима, ученика 9 А класса. Вы видите его план на неделю. Максим у нас успешный ученик, победитель и призер республиканских всероссийских олимпиад по математике, физике, информатике. Как ученик с высокой мотивацией особое внимание уделяет самообразованию. В его недельном графике видны сайты, где он сам дополнительно занимается по информатике. Кроме этого, он занимается в учебном центре английского языка. Это его самостоятельный и осознанный выбор, так как прошлый учебный год окончил с 1 4. Помимо этого, 2 раза в неделю посещает секцию волейбола. Такой календарный план, календарный недельный план очень удобный и помогает правильно определять приоритеты, распределять время, достичь успеха. Составляя индивидуальный план развития, ребенок учится различать образовательные пространства, свои интересы, возможности, индивидуальные особенности, вычислять плюсы и минусы. Учащийся учится принимать решения, чувствовать ответственность, проявлять самостоятельность. В организации
неурочной работы в инженерной школе особое внимание уделяется таким направлениям, как олимпиады, научно-практические конференции, творческие конкурсы. Я как тьютор в начале учебного года учащимся даю список олимпиад, НПК конкурсов. Каждый ученик выбирает свое направление и включает его в ДПР. Для учащихся провожу индивидуальные и групповые консультации, по необходимости беседую с родителями, занимаюсь организацией мероприятий, веду мониторинг. Из мероприятий большинство ребят выбирает олимпиаду. В этом учебном году ученики нашей школы активно участвовали на олимпиадах. Я курировала отборочный тур олимпиад, турнир имени Ломоносова, ВОШ на платформе «Сириус», многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», олимпиада школьников «Шаг в будущее», олимпиада «Старт Космос» и другие. Первый этап этих всех олимпиад проходит в дистанционной форме. Как тьютор, нуждающимся оказывая помощь во время регистрации и заполнения анкет. На этом слайде вы видите охват участия на этих олимпиадах. Он составляет от 41 до 72%. Одним из важных направлений является профориентационная работа. Наша школа успешно в течение ряда лет сотрудничает с Томским политехническим университетом. В этом учебном году в рамках профориентационной работы учащиеся нашей школы посетили онлайн-мастер-классы, семинары, экскурсии школы юного геолога, школы инженерного предпринимательства, инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности. Данные мероприятия позволяют более глубже знакомиться с профессией инженера. При системной работе тьютора каждый ученик находится в поле развития, что дает ему возможность определить и развивать свои возможности, нацеливаться на саморазвитие, правильно определять перспективу. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Прокопьевна. А мы с вами продолжаем нашу работу. Приглашаю к выступлению Светлану Иннокентьевну Павлову, педагога-психолога Саха-политехнического лицея, с темой о реализации программы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Саха-политехнического лицея. Светлана Иннокентьевна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте всем участникам проекта. Я сегодня расскажу о реализации проекта по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся МАУ Саха-политехнический лицей на основе психолого-педагогического сопровождения по программе «Школьный старт в профессию». Хорошо. Пока мы презентацию не видим, видим белый экран. Загружается. Загружается. Ну, мы знаем, что современные реалии глобализации, цифровизации экономики, высоких темпов научно-технического прогресса в мире прорывного развития за счет раскрытия талантов каждого человека в стране ведут трансформации всей профессиональной среды к изменению мира профессий, новых подходов к ориентации в целом. На опыте российских международных систем профориентации мы для себя выделили основные западающие моменты профориентации и включили в программу психолого-педагогического сопровождения профсамоопределения школьников. Это, как мы видим, системность, индивидуализация, взаимодействие всех сторон. В построении современной системы профориентации мы опираемся на современных информационных ресурсах, платформах, как Московская школа управления Сколково, Высшая школа инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия, Агентство стратегических инициатив, Агентство по развитию человеческого капитала, крупные системообразующие предприятия, а также на анализе рынка труда Российской Федерации, Сибири и Дальнего Востока, где отмечается востребованность квалифицированных кадров инженерно-технической сферы, сфер промышленности, строительства, здравоохранения, энергетики, ЖКХ, транспорта, связи и информатизации, которые служат основным ориентиром в организации системы профориентации в лицее.
Также здесь мы видим основную задачу психологической службы по профессиональному самоопределению, быть центром раскрытия и реализации возможностей, способностей, гармоничного развития личности ученика для дальнейшей успешной его адаптации и социализации в современном мире. Наша программа разделена на 4 основные стратегические блоки. Это блок ученик, блок родитель, блок педагог, блок организации предприятия, то есть наши партнеры, и еще плюс к ним выпускники. Наша программа разделена также на 4 основные модуля по возрастным особенностям детей. Первый модуль – это 2 и 4 классы Сахар-Расас, вторая модуль – 5 и 7 классы, модуль поисковой направленности Сайдысас, третий модуль – 8 и 9 классы, предпрофильные классы, и 4 модуль – 10 и 11 классы – это уточнение профессионального выбора. Работая по всем модулям, каждый ученик в конце приходит на основе индивидуального психолого-педагогического маршрута, выстраивает свою траекторию. Здесь вы видите интересные моменты. Например, email – это индивидуальный маршрутный лист, который разработан по каждой параллели, и каждый ученик, начиная со 2 класса, выявляет свои